Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Неожиданно в личной жизни. Давайте посмотрим, что очень внезапно и неожиданно случится в вашей личной жизни. Будем смотреть на срок в 30 дней. Загадайте, пожалуйста, на себя, ни о ком не думайте, песочек все покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Какая интересная отсыпка получилась. Ох, тут и крест. Ох, ничего себе, и развилка показана. Мои дорогие, у нас общая отсыпка. Пожалуйста, об этом не забывайте. Чужое не берите, но и свое не пропускайте. Здесь показаны немножко противоречивые образы, поэтому я сразу говорю, у кого-то одно проиграется, у кого-то другое. Смотрите, по этому кресту у кого-то в ближайшие 30 дней идет ситуация, что вы привлечете внимание, а вернее заякорите какого-то славного мужчину. Вы ничего не будете для этого делать, вы просто будете вести себя как обычно, да, проживать свою жизнь. Но человек, увидя вас, просто обомлеет, обалдеет, растеряется и влюбится, и забудется. Все. Вот то, что я вижу. Видите, ключ. Он будет искать ключ, подбирать ключ к вашему сердечку. И это относится ко всем девушкам, ко всем женщинам. Даже если вы замужем, даже если вы уже там прабабушка, да, а вот так случится, по судьбе так случится, что мужчина в вас влюбится. Вы не привлекали ничего внимания, вы не старались понравиться, вы вообще на мужчин внимания не обращали, а он сам влюбится, понимаете? Вот попадется вам на пути, на дорожке, либо придете вы в какое-то место учреждения, а он там видит вас, теряется, влюбляется и как бы песенка спета, да? Будет бегать, искать ключ к вашему сердечку. Ну, то есть ухаживать начнет, будет пытаться познакомиться, будет пытаться вас там немножечко растормошить, да, там на свидание, погулять, пообщаться. Ну, что есть, то есть. Я вас заранее предупреждаю. Поговорите со своим партнером, обсудите этот момент, ну, чтобы не испортились ваши текущие отношения. Но если вы, в принципе, в поиске, да, либо вы хотели уже перемен в своей личной жизни, это прям хороший вариант, потому что мужчина, который влюбится, он достойный, он хороший, он добрый, он чуткий, он именно тот, кто может сделать вас счастливой. Если у вас отношений нет, и вы давно уже мечтали встретить своего человека, ну, считайте, что сама судьба откликнулась на ваш призыв. И еще это как-то связано со звездами, с астрологией. И ну вот идет мне крест, но этот крест, он необычный, он какой-то, знаете, как южный крест или... Возможно, вам следует обратиться к астрологам, но что-то вот как с крестом связано. Какие-то звезды формируют фигуры, что-то на небе будет происходить. Вот как мне идет 3 звезды, а 4-я это вы. Для этого мужчины это вы будете судьбоносной звездой, и поэтому он сразу так в вас влюбится и прям забудется, мне идет, забудет обо всем на свете, о своих планах, мечтах, желаниях, о каких-то там других женщинах, про все забудет, только вы будете в его сердце. 3 каких-то очень ярких звезды, а вы 4-я звезда. Вот что-то, да, с астрологией идет. Ну, я с астрологией как поверхностно знакома, не отслеживаю, да, вот прям почастую, какие там события происходят. Нет, когда глобальные и серьезные, конечно, я их отслеживаю. Но вот идет мне, что в ближайшие 30 дней что-то на небе таки будет двигаться, сиять, сверкать, сходиться, сближаться, а вы будете вот этой 4-й звездой, да, и поэтому мужчина в вас влюбится. Ну, вот так уже прописано в вашей судьбе, и в его судьбе прописано. И что поделаешь? Ну, вот, пожалуйста. Ой,
Ну, красота. Я же говорю, что-то будет на небе происходить, и это будет катализатором всех этих событий. Мужчина очень серьезно к вам отнесется и будет рассматривать вас в призме очень серьезных отношений, семейных отношений. Вот, возможно, вы та единственная, с кем он захочет создать семью, родить детей, построить дом. Вот быть для вас мужем, добытчиком, защитником, охранником, он сам для себя посчитает, что это очень счастливый случай. Возможно, он вас всю жизнь искал и вот, пожалуйста, нашел. Ну и также посчитает, что вы ему для счастья даны, что вы дар небес, вы его солнце, и он просто не имеет права вас потерять. Удачное знакомство, которое тоже может изменить вашу жизнь. Но вы на этого мужчину как-то не сильно западаете, либо вы не из тех женщин, которые западают на мужчин. Да? Возможно, вам нужно человека узнать, присмотреться, увидеть, какой он в жизни, в быту, в социализации. Да? И только так вы открываете свое сердце. А для мужчины будет просто достаточно вас увидеть, и он прям почувствует, что да, это именно она, женщина всей моей жизни. И еще раз говорю, подчеркну, даже для тех, кто уже в паре, в браке, это может стать достаточно серьезным искушением и возможностью развернуть ход событий. Ну, допустим, может быть, брак не такой уж удачный, каким бы хотелось бы видеть его, да, либо хотелось бы, в принципе, нормально пожить. Может, вы уже давно думали о том, что чувства остыли, что пора двигаться дальше, вперед. Может, вы, скажем так, не с тем мужчиной связали свою жизнь, и теперь в одиночку очень сложно разорвать этот замкнутый круг. И вот этот мужчина, он станет как раз-таки тем, кто вас проведет сквозь огонь, возьмя жар этого огня на себя, а вас он вынесет на руках, чтобы вы прям минимально пострадали. Девочки, я понимаю, что вы все разные, понимаю, что у разных девушек разные судьбы, разные ситуации, но раз вышла такая картинка, я вам скажу, что это очень серьезно. Вот мне идет, что это именно шанс и для мужчины, и для женщины круто изменить свою жизнь к лучшему. Это не значит, что вот прям все, это он один единственный, неповторимый. Может, у вас все хорошо в браке, либо у вас любимый человек, и вы ничего не хотите менять. Просто так случится, что человек в вас влюбится и будет искать к вам ключ, подбирать ключ к вашему сердцу. Но опять же, это и неплохо. В принципе, вы всегда можете все это перевести в зону дружбы, общения, взаимодействия. Да? Не обязательно же там с ним сразу семью создавать, либо в постель идти. То есть разные же бывают формы общения. Бывает так, что люди могут любить кого-то, да, не друг друга, но кого-то, но при этом дружить, да, потому что человек вас уважает, он вас любит, и он вас уважает. Он уважает ваш выбор и желание вашего сердца. Понятно, что если вы говорите «я тебя не люблю», то он не будет вас там принуждать, заставлять, там, слезы лить, «нет, полюби меня», «нет, будь моей». Нет, он просто будет с вами рядом, вы будете дружить, общаться, почему бы и нет. Но больше все-таки мне идет вот именно для создания очень крепкой, такой вот прям сплоченной родной семьи. Вот именно с таким человеком отношения будут не просто идеальными, а вот самыми лучшими, они будут шикарными. Вот так вас еще никто не любил, никто не берег, никто за вами так не ухаживал и не был настолько сильно нежен с вами, как будет этот мужчина. Он прям сразу влюбляется, там попадание 100 из 100, прям в яблочко, прям в самое сердечко. И, это настоящая любовь. Вот что хотите, думайте и говорите, но вот показана настоящая любовь. Дальше, мои хорошие, вот здесь показана развилка и показан человек, который на этой развилке вас ждет. У кого-то так и отыграется, что живете вы свою жизнь, не думаете, не гадаете, и тут объявится мужчина, которого вы в прошлом знали. Вы могли быть в отношениях, вы даже в браке могли с ним состоять, вы могли с этим мужчиной просто общаться, да, может, даже дружеские отношения были. Но вот он был в вашей жизни, нет каких-то ярких вспышек по поводу этого человека, скорее как либо знакомый, либо бывший, так вот мне идет. И человек вдруг ни с того ни с сего о вас вспомнит и с вами свяжется. Вот мне идет больше как переписка и также, возможно, созвон, да, вот начнет с вами по телефону общаться. И вот этот человек начнет вам рассказывать, что вот так и так, жизнь вот такая и такая, там прожил я без тебя столько времени.
либо прожил с другой женщиной столько-то времени, а вот счастья как будто бы и нет, да, как будто бы и не жил, как будто бы все там одним днем прошло. И начнет говорить, что я там в свое время там смолодушничал, либо побоялся, либо не осмелился, ну, либо там придумай, да, что сказать. Вот. А вот всегда к тебе тянуло, я тебя всегда любил, ты всегда была мне интересна. Будет рассказывать про свои какие-то глубинные чувства, о которых вы не то чтобы не знали, даже не догадывались. Вам и в голову это не приходило. Ну, представьте, это ваш коллега на работе, с которым вы там лет 10 назад вместе работали. Вы просто общались, вы просто были в одном коллективе. Ну, а тут выясняется, что, оказывается, он вас там любил, и такая прям сильная, неразделенная любовь к вам была. И в силу обстоятельств он молчал о своей любви, потом вы уволились, он там маялся, скучал, не смог ни на ком жениться, либо там не смог ни с кем отношения построить. У вас, если честно, волосики на теле вот во всех местах будут дыбом становиться. И иногда прям будете думать: Господи, зачем он это делает, зачем он мне пишет, зачем он со мной говорит, да, какие-то такие вещи будут происходить. Но с другой стороны, для вас это будет, да, открытием, удивлением, и это поднимает вашу самооценку, я это вижу, это хороший знак. И также, мои хорошие, возможно, у кого-то отыграется, что да, с этим мужчиной у вас были искры, которые, скажем так, померкли, но не затухли. Ни у вас, ни у него. А тут как бы, да, этот мужчина объявился, и он зовет, и вы такая: ну, мало ли, может попробовать, может это судьба. Да? Вот идет мне, что со звездами что-то происходит, да, со звездами. И эти звезды очень сильно влияют на то, что будет происходить в ближайшие 30 дней. И на вас повлияет, на мужчину повлияет. Ну, вижу, что вы будете общаться, либо там переписываться будете, и мысли будут всякие. У кого-то будут мысли, а почему бы не попробовать, а у кого-то будут мысли, что, о боже, что происходит, зачем он появился, как от него теперь избавиться. Да, разное будете думать. А еще я вижу, что этот мужчина, который на перекрестке стоит, он не просто там стоит, он чувствует, что жизнь его меняется. Возможно, этому мужчине что-то серьезное предстоит. И у него как бы нет ничего в этой жизни, за что бы он мог держаться. Да? Нет того человека, за которого бы он мог зацепиться. Ну, допустим, там цепляются за детей, за жену, за родителей, за друзей. А у него как будто бы никого нет. Может и есть, но за тех людей не хочется цепляться. А вы вот, получается, в его сознании, в его памяти, в его сердце единственный человечек, за которого, да, он и хочет, и может зацепиться. Вот что-то он мне идет в какой-то форме. Какая-то на нем такая одежда, как форма, как униформа. Может быть, одежда военного, либо одежда какого-то, не знаю, строителя, может, еще кого-то. Ну, серьезное дело ему предстоит, и серьезная задача перед ним ставится, возможно, даже опасная задача ставится. И он не знает, каким будет исход, но вот хочется зацепиться за кого-то в этой жизни. И вы та единственная, о ком помнит сердце, либо о ком сердце стучит. И он вам, конечно же, об этом расскажет. Там очень много разговоров на самом деле у вас будут. И каждый раз вот у вас волосики дыбом встают и шевелятся. И вы думаете: ой, мамочки, вот это эмоции, вот это накал, вот это открытие. Вы такого еще не испытывали. Ну, может быть, что-то подобное и было, но оно было в какой-то максимально легкой форме. А тут прям, что делать, как быть, это что за чудеса такие, да, очень много мыслей у вас будет по этому поводу. Возможно, да, вы даже какой-то небольшой роман на расстоянии проживете с этим человеком. Но вот я не вижу личного общения, я вижу больше переписку и телефонные разговоры, к сожалению. Может, он далеко от вас находится, может, он как раз-таки на службе находится, и вот в какой-то веке удалось, там, не знаю, где-то выцепить телефон, либо там связь, или еще что-то, да, вот он, может, нашел вас, нашел ваш аккаунт, нашел ваши соцсети, либо кто-то наконец-таки передал ваш телефончик, да, и он может с вами поговорить. Вообще ваше имя, либо ваше согласие, либо ваше расположение конкретно придадут этому мужчине сил, уверенности в себе и какой-то невероятно сильный
щит вот у него в руках, я вижу. То есть надежда, да, надежда. Вы даете ему надежду, либо вы не рубите эту надежду, он такой, точно, надежда есть. И эта надежда становится его щитом, который его защищает от всяких бед, невзгод, там, не знаю, неприятностей, опасностей. Вот как-то так мне идет. То есть тут и благородство души ваше подчеркиваю, да, что вы, может быть, и сами того не желая, даете ему эту надежду, с ним общаясь. А то, что вы его защищаете, ему помогаете таким образом. И плюс у мужчины, да, стимул появляется пройти свой путь до конца, выдержать все свои там опасные моменты, испытания, выжить, да, прежде всего. И ну вот для чего я живу? Ну, для того, чтобы пройти весь этот ад и с дамой сердца встретиться, да, со твоей любимой женщиной встретиться. Может быть, когда это все закончится, он придет, вы посмотрите и скажете: ой, нет, как-то на расстоянии все выглядело по-другому, да, давай там дружить. А может быть, вы скажете: давай поженимся. Все может быть в этой жизни, да, ни от чего зарекаться нельзя. Все в руках Господних находится. Ну вот на перекрестке. Почему перекресток? Потому что этот перекресток может изменить как и жизнь этого мужчины, так и вашу жизнь. Вот. Куда пойдете? Направо, налево? Пойдете прямо, либо вернетесь назад. Это все как бы перекресток. Это судьбоносный момент, да? Это всегда судьбоносные моменты. Дальше, мои хорошие. Вот здесь явно показывают пару. Пара, в которой женщина очень сильно старается, прям вкладывается каждой жилочкой, да, в то, чтобы хорошая была семья, либо здоровые были отношения. Мужчина здесь как принимающая сторона, мужчина, который, ну, не то чтобы не ценит, скорее он как-то, ну, по-детски, да, какая-то детская позиция в отношениях, ну, типа такой, знаете, разбалованный ребенок, вот все ему, и он ни о ком не думает и ни о ком не заботится. Либо, ну, ведет себя так, как вот бабочка-однодневка, да, день прошел, и слава богу. Вот. А что там завтра будет, да, думать о чем-то, заботиться о чем-то, нет, это не про него. Я вижу, что вы достаточно часто ссоритесь по этому поводу, и отношения достаточно такие напряженные у вас. И я вижу, что вы очень сильно устали, у вас опущенные плечи, у вас грустные глаза, вы очень устали, вы не видите смысла, да, это все продолжать, и вас очень сильно обижает его эта глупая позиция. Вы с ним и общались, и говорили, и просили, и привлекали его там к каким-то, ну, задачам, да, семейным, либо задачам в отношениях. А он такой, спустя рукава, такой типа в одно ухо влетело, в другое вылетело. И я вижу, что именно в ближайшие 30 дней вы что-то ему скажете. Это не будет ссора, это не будет какой-то ор. Вы просто тихо и спокойно ему что-то скажете. И эти слова произведут на мужчину впечатление либо ощущение атомного взрыва, такого страшного и беспощадного. В этот момент у мужчины весь мир сотрясется и перевернется. У мужчины прям такой дикий страх, и он такой: блин, доигрался, да, допрыгался. И вот хотите верьте, хотите нет, вот эти слова станут катализатором неких событий, которые вы совершенно уже не ждете, но которые вам очень понравятся. То есть мужчина начнет себя вести по-другому. Он начнет очень сильно стараться, он начнет вкалывать, он начнет вкладываться, он начнет, скажем так, кожу менять, да, кожу менять, привычки менять, менять то, чем он жил, как он жил. Вот прям очень сильно будет стараться. Возможно, если бы вы там на него накричали, он бы сказал, типа, покричит и успокоится. А то вы как-то скажете очень спокойно, видно, с большой усталостью скажете. И вот именно эти слова на него сработают, проберут до костей. А может, скажете то, чего никогда не говорили. Вот он прям поверит, да, что вы его оставите, что вы его бросите, что вы без него будете жить. И ему очень сильно станет страшно, и он действительно начнет стараться. Понятно, что волшебный момент не наступит, что там раз, и он стал другим человеком. Нет, такого не будет. Но, тем не менее, вы будете замечать, что он старается. Это нельзя будет не заметить. Да, вам это понравится. Это будет, знаете, вот такая тяжелая работа над собой. Мужчине, конечно, будет очень тяжело меняться.
Опять же, чем старше человек, тем тяжелее меняться, но тем не менее он будет это делать. Он прям очень сильно заинтересован в том, чтобы вы его не оставили, чтобы вы его не бросили. А вот именно эти спокойные слова, они взорвут его пространство, и он в них очень сильно поверит. Больше, чем крики, больше, чем какие-то угрозы. Именно в спокойные ваши слова. И если честно, здесь вот прям так и показано, что женщина стоит спиной, а мужчина сидит на 2 коленях и ей протягивает в руках сердце. Ну, такой прям серьезный знак. А ну-ка, представьте, все это мы сложим. Значит, вы встречаете человека по судьбе, либо вот бывший начнет написывать, и вы скажете: о, вот есть кандидаты, настоящий мужчина. Зачем же я себе пупок развязываю, да, работая на своего этого мужика, который палец о палец не бьет? Ну зачем он мне нужен? Я-то точно без него не пропаду. Он куча желающих меня любить, на руках носить. Вот. И вы такая ему говорите: ну все тогда, не хочешь что-то делать? Давай, чао, какао. И он такой: что? Что ты меня оставляешь? Да? И он начинает очень сильно стараться. И прям, не знаю, из трусика выпрыгивает, лишь бы привлечь ваше внимание и доказать вам, что он не осел, да, что он не козел, а что он человек, который действительно будет работать и хочет, и будет работать над собой. Но это здорово, на самом деле здорово. И вы ему там, значит, не мешайте, да, и не особо помогайте, потому что если будете помогать, то он, ну, не до конца это все проживет. А тут именно нужно до конца прожить, чтобы действительно измениться, да, чувствовать цену вот этих изменений. Так, еще один момент. Но тут момент больше касается тех, кто в треугольных отношениях. Были треугольные отношения, там, где один мужчина и 2 женщины. А теперь я вижу, что треугольник смещается в сторону женщины. И треугольник выглядит так, что 1 женщина и 2 мужчины. Я так понимаю, что здесь вот мужчина делает выбор, либо он делает выбор из-за страха вас потерять. То есть, возможно, вы сейчас в тайных отношениях, но за вами кто-то начнет ухаживать, либо вы в явных отношениях, но мужчина позволяет себе, да, иметь еще 1 женщину, и вот за вами кто-то начинает ухаживать, либо бывший, либо этот новый, и получается вот такой смещенный треугольник. И если честно, для вас это прям идеальное время, когда императрица правит. Во-первых, вы можете очень сильно, опять же таки, поднять свою самооценку. Во-вторых, вы в позиции выбирающей, но не ждущей, да? Не ждете у моря погоды, вы выбираете свое будущее и выбираете, как вы проживете свою жизнь. И еще показано, что, возможно, когда в треугольнике чувства ваши немножко ослабнут, вот как раз-таки это и будет толчком для того, чтобы треугольник в пару превратился. Но опять же, у вас все равно не пара, у вас смещенный треугольник, там, где 1 женщина и 2 мужчины. То есть соперница вообще напрочь пропадет, куда-то забежит, исчезнет, никакой роли не будет играть. Но будет играть вот этот ваш мужчина, любовник, либо, может, и не любовник, может, он вам муж, который вдруг опомнится, такой: о боже, все пропало, да, и будет играть новый мужчина. Но вы выше, чем эти 2 мужчины, потому что вы выбираете. И вот как вы выберете, так дальше и пойдет. А между чем и чем вы выбираете? Во-первых, вы выбираете между ложкой, да, вот она, видите, в руках огромная ложка. И вы выбираете между птицей. Но птица в какой-то золотой клетке мне идет, да, потому что какая-то странная клетка, возможно, золотая, может, и не золотая. Но я так понимаю, что этот либо муж, либо любовник, он все-таки больше как собственник, да, и он захочет вас закрыть в этой клетке. А если вы выберете нового мужчину, то у вас в руках появится огромная ложка. А ложка всегда говорит о сытой, довольной жизни, о возможности черпать безмерно эти ресурсы и есть вдоволь, да, и ресурсы, и возможности, и все, что захочешь, да. То есть ограничений каких-то не будет у вас. Ну, есть девочки, которые прям очень сильно стремятся к тому, чтобы там зарабатывать деньги, быть успешной, быть популярной. Тогда ложку выбирайте. Если вы стремитесь к такой
скажем так, рутине жизни, где у вас все размерено, все по времени, все по графику, да, вот привычка идет, то тогда, конечно, вот эта клеточка, она вам идеально подойдет. Это не будет вашей клеткой, это, скорее всего, будет вашим домиком, который вы там под свой вкус сделаете, свои правила туда внедрите, и все будет так, как вам нужно. То есть, в принципе, бояться клетку тоже не надо. Ну, это как бы грубо звучит клетка. Клетка, она же и дом. Клетка, где все ваше, знакомое, родное. И многие, да, действительно не хотят вот приключений на пятую точку. А другие ради этого только лишь и живут. Понятно, что вы все разные, и каждый подавай свое. Вот у вас будет возможность выбрать. Вообще мне идет, что эти 30 дней, они какие-то очень решающие в вашей жизни. Казалось бы, да, что тут 30 дней? Всего ничего. Но тут такие события могут произойти, которые полностью перезапустят вашу жизнь, либо развернут вашу жизнь на 180 градусов. Да, вот диаметрально противоположные события. И кто заскучал, кто уже потерял веру, либо кто уже там крестик на себе нарисовал, кстати, да, вот этот крестик, вы прям воспрямите к жизни, у вас прям бал для Золушки состоится, да, когда все может измениться за одну ночь, там, за один день, потом за одну неделю. Так, что карты вам скажут, что карты вам посоветуют? Ну, карты посоветуют избегать прошлых событий, прошлых ситуаций, и стремиться к новому, к обновлению. Вы как лилия, вы роковая женщина, вы мужчин буквально в эти 30 дней всех мужчин начнете сводить с ума. И к вам потянется и старый млад, и новый, и бывший, и настоящий. Вот все к вам потянутся, а вы, пожалуйста, делайте свой выбор. Знаете, что вот они те перемены, которые вы так сильно ждали и которые немножко задержались в пути. Мои дорогие, на этом все. Всем спасибо за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.